Вице-премьер Олег Фурсов сегодня представил коллективу Комитета по делам молодежи нового руководителя Надыма Мальсагова, поздравив его с назначением и обозначив задачи ведомства. Затем Фурсов прошелся по отделам комитета, пообщался с работниками, обсудили проведение в республике мероприятий к годовщине образования Ингушетии, организацию акции «Мемориальные деревья России», ряд мероприятий с участием юноармейцев, акции по профилактике ДТП, наркомании, экстремизма в школах, СУЗах, вузах региона. Вице-премьер предложил рассмотреть возможность проведения велопробега совместно с Комитетом по туризму и Минспортом. Хочу сказать, что работа комитета заметна на уровне правительства. Глава неоднократно отмечал те позитивные изменения, которые вы привносите в свою работу. Вы являетесь участниками всех политических, экономических процессов, которые идут в республике. Это и развитие волонтерского движения, это участие в государственных мероприятиях, будь то поправки в Конституции, выборы. Мы везде видим ваше неравнодушное, такое заинтересованное отношение. Поэтому я хочу Адаму пожелать успехов в этой работе. Очень хорошее наследство вам досталось. Наследство, созданное вот этим коллективом замечательных ребят. Поэтому важно его укрепить, развить. Ну и, конечно, добиться успеха в реализации постановления Совета Федерации по итогам Дней Ингушетии в Совете Федерации, где мы буквально в первых строчках этого постановления, так сказать, убедили, добились того, чтобы Совет Федерации поддержал ваше начинание по созданию центра «Авангард» и многофункционального молодежного центра. Вот эту работу нужно сейчас активизировать, дорожную карту составить, как мы уже говорили с вами, и в ближайшие недели-две запустить эти механизмы. Это очень важно для республики, и если нам удастся стать пилотным проектом, это будет очень весомый вклад в развитие молодежной политики в целом Российской Федерации.